Республика Беларусь, полковник Сивохин Виктор Михайлович, председатель Международного фонда поддержки ветеранов, инвалидов и членов семей погибших при исполнении служебного долга, имя фонда «Боевое братство без границ». 2002 года возглавляю этот фонд. 9 мая этого года по поручению посла Российской Федерации в Республике Беларусь Грызлова Бориса Вячеславовича прибыл сюда, и впервые за 25 лет существования России белорусский бессмертный полк прошел от белорусского вокзала до Красной площади в составе 150 внуков и детей ветерана Великой Отечественной войны с портретами. После этого я посетил по просьбе военных врачей госпиталя Бурденко, Вишневского и в Подольске и понял, что мой фонд со всем своим коллективом должен поставить братское плечо нашим родным россиянам, получившим тяжелое ранение, контузии, увечья категории добровольцев. Почему? Знаете почему? Потому что закона не было, они не военнослужащие, они просто любят свою родину и пошли по приказу Путина в первой волне 24 февраля воевать. Но когда им начали ампутировать руки, ноги, получилось так, что на костыли иди домой к мамке, она тебе потом на корыте куда-нибудь привезет. Слава Богу, это услышал Совет Безопасности, это услышал председатель правительства Мишустин, и поручение Голикова дала Международному фонду «Боевое братство без границ» совместно со всеми, с Министерством обороны, с Министерством труда, Минздравом, создать систему защиты защитников Отечества категории добровольцев, что мы в настоящее время и делаем. 21 января зарегистрирован филиал Международного фонда. Была, есть и будет такая профессия Родину защищать. Республика Беларусь во главе с нашим Григорьевичем на западных границах замок железный, запомните. И поэтому в тылу сегодня нам нужно братское наше плечо вместе с вами поставить именно категории 300. Потому что вывести человека от войны к миру намного сложнее. Вчера, 15 февраля, вывод войск Афганистана. 34 года назад закончилась война. Смотрите, мы закончили 34 года назад, но афган с нас не выйдет. С войны человек не выходит, поверьте мне. Он цепляет вот так вот, как домино. Поставьте от этого стола и троньте одну фишку. Тронет всех вас, оно все завалится. Если мы вовремя не скажем спасибо этому солдату, если не будем его оскорблять, а может, они посылали, что там делать, так далее, так далее. Потому что вы знаете прекрасно, как бы не было плохое слово «война», добро должно быть с кулаками. Потому что сегодня в мусульманской стране в Афганистане, запомните, я на следующую встречу, товарищ Ренат, принесу альбом. Мы в 2018 году слетали в Афган и сняли все обелиски, 49 обелисков пацанам, с Киева, с Харькова, с Москвы, из Белоруссии, стоят там. И ни один не разрушен. Вы в курсе или нет? В курсе? Молодцы. И там маки ложат, там цветы маков много, вы знаете. Маки ложат к нашим обелискам. А что творят, смотрите, западные эти умники? Рушат. Рушат. Их освободили, они рушат. Это вот корми собаку, она раз тебе и откусила руку. Кто это такие? Шакалы. Мое понимание. Поэтому пусть нас не трогают. Потому что мы тоже седые, вот здесь вот генералы, полковники присутствуют. Можем еще встать и за мать русскую, за матушку Русь, еще можем постоять. Мира, счастья и добра. Честь имею. Доклад закончен. Мы с вами, я так чувствую, что некоторые одногодки, конечно, я старший, кроме тут некоторых товарищей. Но я вам скажу, что все мы прослужили советской и российской армии честно и добросовестно. Защищали интересы Родины. И войдя в вооруженные силы Российской Федерации, мы создавали российскую армию. Потому что ее не было. И округа были все бедные наши. И сибирские, и уральские, и забайкальский. Техники вооружения не было, войск не было. И вот эти офицеры, все, от лейтенанта до генералов, занимались созданием советской, то есть российской армии. Одновременно отбивали все подлые атаки в Грузии, Таджикистане 93-й, Приднестровье 92-й, 93-й, 94-й годы. Потом работали по Чернобылю еще, потом работали по Армении, ликвидировали землетрясение, как сейчас ликвидировали в Турции. А где там Турк? О, все нормально.
Спасибо. Работали там. И вам сейчас предстоит большая работа по дровникам. Все надо снести под ноль и строить по-новому. Так мы и делали. Прошу прощения, я забыл сказать, после этого землетрясения Россию больше 100 миллионов долларов. Это землетрясение Россию Турцию единял, ближе. Тогда было 18 округовых групп войск. Тогда войск было много. Мы держали всю Европу. Я служил и в южной группе войск в Венгрии. Что интересно, даже в то время, 70-е годы, еще были всплески фашизма. Были люди там, которые... А вот сейчас, смотрите на Венгрию, да, самое лучшее поведение в Венгрии. Потому что советская армия оставила там замечательный след. Так же, как и в Афганистане. Мы не только воевали, ну, извини за выражение, как говорит КГБ, строили заводы, ремпредприятия, сельскохозяйственные угодья. Я хотел бы выразить офицерскому составу, костяку нашей армии, большую благодарность, товарищи офицеры, вам всем, что вы удержали армию и создали армию России. Спасибо. Я только что вернулся с одного мероприятия. Я их сегодня вот это третье. Первый раз я выступал среди ветеранов, среди тех, кто прошел боевые горячие точки. Второй раз я выступал перед детьми. Перед детьми училища, которые мы с Бастрыкиным, вы знаете, кто такой Александр Иванович Бастрыкин, передавали, вот внизу на Москва-реке стоит училище, кадетское. Это как бывший фонд органов соответствующей инстанции, который Александр Иванович сказал, только под меня. Коротко, емко. Задача. Работайте с молодежью. Я задал такой вопрос. Кто такой был Ленин? Кто такой был Сталин? 0. Кто такой был Брежнев? 0. Но кромсали не все, но большая часть. Кромсали Хрущева. Я извиняюсь за откровенность. Даже вспомнили одного из моих друзей, который потом впоследствии возглавил Академию Генерального штаба. Запомните, Родина у нас одна. И у нас не должны быть за столом чубайцы, мерзавцы, Горбачевы, гниды, Ельцины, гниды. Я их ненавижу, царство им, как говорят в том случае. Они нас сделали плохими людьми, они нас плохо отозвали. Они не дали нам, кровь пролилась. Почему кровь льется в мире? Да потому что эти паскуды все позволили, разорвали страну Советов. Я за советскую власть был, есть и останусь, и так уйду из жизни. Знаете, что такое было Советы? Куда угодно ты придешь, где угодно тебя накормят, тебе руку подадут, кровь подадут, спать подадут, все что угодно. Ну разве нам не было, разве нам плохо было? Да никогда плохо не было. И те, кто сегодня отдельные, вот сейчас я вам скажу откровенно и честно, вопросов нет. Я знаю, отдельные люди о Владимире Владимировиче Путине думают плохо. Не будем мы кривить душой. А вы знаете, как ему трудно? Он даже по ходу дела в самолете прикурнет, восстанавливает советскую власть. В пионерах был, в комсомоле был, кандидат партии был, член партии был. Сегодня те, кого он вытащил оттуда из Питера, они предали уехали. Как вы это понимаете? Это сволочи. Люди без родины не люди. Извините, они люди внешние. На него можно посмотреть, как на человека. Но душой он предаст сегодня, завтра, когда угодно. За что? За вот эти деньги. За доллары. А вы, если знаете все, что они фиксируют, особенно те, кто проголосовали, выдают, фиксируют, нам Украина должна столько-то, какой-то там это Зеленский и так далее. Да он берет деньги, миллиарды долларов берет и себе, и своим 5 человек, 7 человек окружению. Будет еще, будут разборки. Сейчас у нас предлагают устроить Нюрнбергский процесс ему. Каждый из нас должен думать о том, что есть, была и будет советская власть, и будет Советский Союз. Понятно?
армия наша показала себя достойно и в Афганистане, и в Грузии, и в Сирии, и сейчас показывает себя достойно на Украине. А вот наши политики, вот этого о них сказать нельзя. Они предавали, продавали то, чего добивалась наша армия, отдавали врагам то, что было добыто нашей кровью. Возьмем тот же Афганистан. Наша армия ушла оттуда достойно. У руля стоял Наджибулла, человек преданный нам, человек антиамерикански настроенный. Если бы он сейчас там оставался, у нас бы был надежный щит вдалеке. А мы что сделали? Ельцин что сделал? Он отказал ему в боеприпасах и в топливе. Здесь военные люди знают, что это конец. Наджибуллу растерзали. Именно по вине нашего руководства тогдашнего. Возьмите Грузию. Ведь наша армия разгромила, грузины разбежались. Стояли в Тбилиси, у порога Тбилиси. Почему не могли поставить наших людей там, которые были преданы и Советскому Союзу, и России? А мы сохранили там кого? Саакашвили, русофоба, негодяя, который был ставленником американцев. Если мы возьмем Сирию, смотрите, сколько наши военные добивались там, а результаты их действий сводили на нет политики и говоруны вроде нашего Лаврова Сергея Викторовича. Вот я и кончал с ним институт международных отношений, был в одной группе. Я могу сказать, очень слабый дипломат, говорун. Это он так просто производит впечатление, что-то серьезное. Ничего там серьезного нет. Именно так, да. Так он сдавал в Сирии. Мы же, извините меня, 20 раз проводили переговоры с нашими врагами, рассчитывали, что они пойдут нам навстречу. Они нам нож в спину сунули. Или возьмите теперь, переходим, да, к Украине. А разве здесь не то же самое происходит, а? Вот посмотрите, то, что добиваются военные, политики сводят на нет. Мы до сих пор считаем операцию, называем, что на Украине военная операция. Ну какая же это военная операция? Это война настоящая. Весь мир знает, что война. Все мы знаем, что война. А мы до сих пор говорим военная операция. Хотя Запад поставил цель уничтожения России как государства. Бандеровцы это 3-4% населения, не больше. Но они взяли власть благодаря американской поддержке. Так вот спрашивается, почему сейчас не бросить силы на организацию партизанского, повстанческого движения? Именно этим должны заниматься наши политики, чтобы помочь нашей армии. Потому что если будет изнутри эту бандеровскую сволочь бить наши отряды партизанские, а это можно сделать и нужно сделать, совершенно другая будет ситуация. Да и украинцы будут говорить, они сейчас как нас представляют? Агрессоры российские. Какие же мы агрессоры? Мы, во-первых, освобождаем свои исконные земли, но дело не в этом. Получается, что Россия напала на Украину. А если там будет две власти, то есть если там сейчас поставить настоящих людей, украинского, этому Зеленского противопоставить народную украинскую власть, ну скажем, в лице Царева, там, Азарова, то будет две Украины. Вот они воюют с собой. Украина настоящая, которая воюет за свои интересы, и Украина прозападная, которая воюет за интересы Америки. И тогда другая ситуация будет в самой стране. Даже те же украинские военные, которые сейчас происходят, они будут видеть, что мы же не против России. Вот две Украины. Но, к сожалению, этого не делается. И в заключение, что я хочу сказать. Советская и российская армия выполняли, выполняют и будут выполнять свой долг. Мы так созданы, так уж у нас была история, что мы действительно умеем воевать, будем воевать и будем защищать нашу страну. Но сейчас главное, чтобы те, кто находится там наверху, вокруг Путина, чтобы наш президент всю эту шпану, которая еще осталась, к сожалению, наверху, взял за шкирку и вышвырнул к чертовой матери. Вы меня извините за резкость, но это поможет всем. Раз мы коснулись спецоперации, мне бы хотелось коснуться именно вот этой вот темы. Мне, ну как сказать, мне повезло, наверное, с одной стороны, а с другой стороны я почувствовал всю горечь того, что было. Это 91 год. Это я возглавлял службу Комитета госбезопасности по горячим точкам. Пришлось действительно познать всю гадость того, что творилось. Мы, по крайней мере, знали,
что будет твориться, что будет делать противник. Все это писал. 6 документов моя служба подготовила специально для Горбачева. Но самое главное, вот эти вот копии этих документов ложились на стол Яковлеву, который не имел права знакомиться с ними. Поэтому, знаете, вот это вот все, к сожалению, мы не должны допустить больше вот таких вот безобразий, когда на самом верху творится предательство. Это самое страшное. Когда говорят о том, что Комитет госбезопасности проспал вот все это дело, я говорю, нет, друзья мои, мы знали все. И обо всем говорили. Говорили, что делается и что будет делаться. Но, к сожалению, наша работа, наши подсказки, наши рекомендации не брались во внимание. Вот это вот самое обидное. Поэтому было бы желание, действительно, вот очень большое желание есть, чтобы больше такое не повторилось. В конце концов, после того, как произошел переворот вот этот, все мы стали смертниками. Ваш покорный слуга был приговорен к физическому уничтожению. И благо то, что чудом удалось спасти семью мою и меня, в общем-то, спасли люди, которые очень серьезно рисковали своей жизнью, тоже спасая меня. Понимаете? Поэтому, друзья мои, еще раз я высказываю такое, действительно, потому что здесь собрался коллектив, собрались люди, искренне болеющие за судьбу нашей Родины, которые все сами прочувствовали на себе все это. Поэтому приятно вот так вот находиться в этой компании, в этой группе. И поэтому хотелось бы еще раз сказать, всеми силами, всеми возможными силами надо добиваться того, чтобы внутренние враги, вот, которые засели, они были отстранены, хотя бы отстранены. Я уже не говорю о том, что дальше с ними делать. Для этого есть суд. И совершенно правильно говорил наш генерал-полковник, как он сказал, что Нюрнбергский процесс необходимо устроить. Но не Нюрнбергский, а московский процесс. По принципу Нюрнбергского. Так точно, по принципу Нюрнбергского. И чтобы это осталось надолго и надолго в памяти людей. То, что мы непобедимы. Это самая главная задача, которая в настоящее время стоит перед нами. Благодарю за внимание. Спасибо всем ребятам, которые служили. Значит, до сих пор я работаю. Академику нельзя отдыхать. Да, создаю я информационную систему развития регионов Российской Федерации. Слава Богу. Вы знаете, да? И вот Башкирия, Академия наук Башкирии, это своим другом Александром Николаевичем Дегтяревым мы создали информационную систему развития Башкирии. Она будет пригодиться всем. Вчера я отправил это Институту математики и экономики РАН, которым руководит Альберт Рауфович Бахтизин, наш земляк. Значит, эту систему он уже будет передавать всем регионам Российской Федерации. И знаете, я хочу сказать, вот спасибо вам огромное. Вот, это же ведь радостное какое явление. Из Башкирии такой великолепный человек. Вы спасибо огромное. Поздравляйте нас, бывших военнослужащих. Говорят, бывших не бывает. Вот мы служим все время. Значит, служим Родине. Поддерживаем мы полностью наших ребят, которые воюют. И хочу я вам сказать, когда я испытывал атомную водородную бомбу, моя была первая забота сохранить личный состав от радиации, от излучения. Я всю зиму, готовясь к испытаниям водородной бомбы, самой мощной,
это 50 мегатонн, да, оказался даже больше, я экономил каждую секунду пребывания в этом центре взрыва. Я могу сказать, ребята дорогие, все наши офицеры стремились к тому, сохранить жизнь, здоровье личного состава. Я считаю, что я выполнял самое святое – это беречь жизнь наших людей, наших молодых ребят. По образованию учитель, по призванию телевизионщик, по работе правозащитник, эколог. И я тоже сейчас воюю. Воюю за детские умы. Потому что если мы сейчас потеряем наше поколение детей, а мы уже потеряли предыдущее поколение дай выросло, которое считает, что им все должно. Наша работа сейчас как раз-таки в том, чтобы нынешние дети, а именно придется с детских садов, со школы, с младших классов, учить тому, что бывает, когда ты не уважаешь труд старшего, когда ты не уважаешь историю и когда ты не любишь свою родину. Один из законов, про который вы сейчас как раз-таки сказали, по отстаиванию права добровольцев на те же самые льготы, на те же самые преференции, на те же самые государственные гарантии, это как раз-таки занимается наш комитет в том числе. А буквально завтра у меня рабочая встреча, причем с кем? С девочками-биониками. У нас по закону человек, потерявший конечность, становится инвалидом. И он либо соглашается и сидит на пенсию, простите, пожалуйста, на шее у государства. А когда я приехала в госпиталь к ребятам, и там мужчины лежат и говорят: Лен, ты понимаешь, вот у меня колхоз, там 148 человек работает. Вот у меня нет руки, но голову-то мне не оторвало. Почему меня? Хотя я сам за свои протезы сам заплачу, я заплачу, а тот не заплатит. Почему меня лишают возможности получать те самые гарантии, за которые я, в принципе, иду и воюю? Мы завтра прописываем закон, по которому будет закрепляться даже за предпринимателями, даже за всеми теми, кто захочет все равно выйти на работу и не сидеть на государственной шее. Да, им положена реабилитация, лекарственное сопровождение, обеспечение, реабилитация, санаторно-курортная. Эти льготы и эти гарантии должны быть защищены. То же самое касается тех, кто у нас попал гражданское население. Их, к сожалению, сейчас задвигают все для армии, все для победы. Но если вот этот гражданский ребенок, попавший под обстрел, потерял ногу, и государство его в порядке очереди второй ставит на реабилитацию, я тоже считаю, что это неверно. Я как мать, как бабушка за восстановление жизни, за продолжение родов, за продолжение чести и памяти в каждом доме. Уважаемые мужчины, дорогие дамы, вот я сейчас хочу одно сказать. Пока мы помним, и пока мы, каждый из нас, несем свое слово, помнят другие. Как только мы заканчиваем эту работу, теряется совесть. Теряется совесть и любовь. Поэтому за совесть народную и за ответственность за все то, что мы делаем. Я считаю, это и есть патриотизм. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Хаджи Актемир. Я из Турции, председатель Совета директоров, Российский Евроазиатский Деловой совет Россия. Если сказать по бессмертной полка, это единственная вещь, которая Россию есть, в мире нигде нету. Бессмертная полка. И я там участвовал. У нас дедушка Паша, генерал КГБ был. Это дедушка моя жена. У нас 4 дети есть, они сейчас в Стамбуле живут. И еще единственные слова, которые есть русский язык, никакой другой язык нет, это моя лучшая половина. Это английский язык, турецкий язык, такой слова нет. Не переведешь. Вот я вам скажу, как бы прошлой неделе, друзья, знаете, я был здесь, у нас выставка Продэкспо был. Там много производителей из Турции, более 100 производителей завода были здесь. И мы сейчас с Почта-банком, с Мираторг и с Ашаном общаемся, чтобы их продукцию там продавать. А параллельно мы там прошлой неделе есть такой халял платформа.
там госпожа, я его коллаген, госпожа коллаген назвал Светлану. Мы с ним дружим, мы хотим их продукцию везде продавать, не только Турцию, весь мир. И такие товары, которые российские товары, вы читаете, можно экспортировать, обращайтесь к нам, мы планируем два холдинга схватывать, турецкий и российский холдинг, чтобы в первый, второй порт строить в Черном море. И российский хаб создать Турцию не только для газа, еще российские товары. Это очень важный проект. А следующей неделе будет выставка по текстилю и мода. Я всех приглашаю на выставку, обязательно приходите. Где будет выставка? Это экспо-центре. Экспо-центре, да. От нас, кто отсюда пришел, это господин профессор Ильдар, и я так организовал, чтобы им много подарки отдали. Я специально организовал, и, пожалуйста, постарайтесь. И сколько я вам скажу, низкий поклон, Индонезия, СНГ, мы, Россия, Турция, сотрудничать будем, не только Евразия, 52 страны Африка. Мы победим не только фашизм, победим капитализм и империализм. Ура! И я вам сейчас буду песни петь, который наш великий отечественный Ататюрк любил эту песню. Ататюрк сказал, короче, у кого дети идет в войну, смертью, с дюн, это когда, они беспобедимы. Это русские и турки беспобедимы. Потому что мы читаем, когда идем, шахид будем. Поэтому играем и идем в войну. Вот. Песня называется «Ферае». Ferayedir kızın adı, Feraye yar yandım aman, esmer yarimde aman da yandım Feraye. Ninna ninna ninanay, 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 nay, aman da yandım Feraye. Türkmen kızı katar eyler, Feraye yar yandım aman, esmer yarimde aman da yandım Feraye. Спасибо, все хорошо. Татары очень переживают, 600 тысяч населения стало меньше, и в Москве на 100 тысяч стало меньше. Ну, то, что Руссия стала там на 20 миллионов меньше, это как бы само собой разумеется. Да. Ну, я отвечаю на одну статью в татарском журнале «Татарские новости», дал такой ответ письменный, да, чтобы ничего не упустить и чтобы вашему вниманию донести все подробнее, я просто прочитаю свой ответ. Тем более статья была написана Ильдаром Утямышевым, вы знаете, это предводитель татарских мурз, татарского дворянства. Ну вот я ответил. Хорошо, отличное известие от собрания мурз Татарстана. Лично знаком с Ильдаром Утямышевым, светлый, благородный человек, конструктивно переживающий за свою малую и большую родину. Как председатель дворянского собрания татарских мурз, он очень ярко занимает эту должность. Затронуты им проблемы общее больное место государствообразующих народов, славянских, тюркоязычных, угрофинских и северокавказских. Всей нашей основной квадрите. Ведь большинство понимает, что все упомянутые проблемы, особенно демографические, культурные, образовательные, вдруг возникли 30 лет назад, когда в результате разрушения нашей большой великой Родины к власти пришли, в кавычках, не личности, а публичности. И появилась чужая власть чужих людей, в кавычках, про которых нам навязчиво говорят, что они тоже титульные, в кавычках.
Перефразирую старую крылатую латинскую мысль на эту тему «Уби бене и би патри», где хорошо, там и родина. Я стал ее цитировать как «Уби пекуния и би патри», где деньги, там и родина. Мы помним уже со школьных лет, что эти титульные космополиты, в кавычках, нескрываемым чувством непонятного превосходства говорили нам, что скоро уедут на Terra Promise или Promised Land, землю обетованную, а мы останемся жить в совке, многоточие. Совок в их транскрипции – это СССР, где краеугольным камнем гуманистической идеологии создания гуманного общества и человека были взяты прежде всего из Корана постулаты, хадисы. Например, человек человеку друг, товарищ, брат. В отличие от цивилизации, в кавычки открывается, homo homini lupus, человек человеку волк, или золотого тельца. Цивилизация колонизаторов и рабовладельцев. Цивилизация пошлости, подлости и цинизма. Откуда эти наши знакомые перебежчики скрытно и тайно вернулись, чтобы грести свободное посредническое бабло под девизом «Куй монету, пока Горбачев». Тем более, что совок, в кавычках, превратился в кидок. Пришедшие и приведенные к власти мировой закулисы и либералы, в народе именуемые либерасты, а это то же самое, что пидорасты, только политические, и привели к тому плачевному результату за 30 лет, который мы имеем налицо. Население страны Великой России сократилось на десятки миллионов. Образование, наука, оборона, учителя, врачи, военнослужащие стали жить в борьбе за выживание. Горстка так называемых олигархов сосредоточила в своих лапах 90% национального имущества, созданного руками дедов, матерей и отцов, как следствие мошеннической схемы госмасштаба Чубаса, Рыбаса, Тохаса, которому за этот результат присвоили титул лорда в Англии и обеспечили безбедное существование до конца его дней. Не знаю, как кому, но мне изначально были понятны словоблудие, пленизмы и провокационные маневры выдающегося немца в кавычках Майкла фон Горби. Да, он рушил страну не в лоб, но своей командой вселенских предателей он создавал разрушительные предпосылки, подпиливая устои страны. Чего стоит его, в кавычках, новое мышление, демагогия, популизм, разрешено все, что не запрещено. И самое страшное, когда на 19-й партконференции он затронул и толкнул святая святых межнациональные отношения, которые были впервые гуманно и грамотно решены в мировой истории в СССР. Мы будем по-новому решать межнациональные проблемы, 3 восклицательных знака. И приказал партийным органам республик и территориальным КГБ создавать народные фронты, полки, дивизии. Как реакция на эту глобальную провокацию народ сформулировал, что после перестройки, в кавычках, начнется перестрелка. Вся эта подлая, предательская, горбатая эпоха меченых, Горби мечен пятном на глупой башке и косноязычием, ЕБН, ебных мечен отсутствием пальцев на левой руке и пьянство. Вся та верхушка и оболванивание народа работала по основной схеме пропагандистской психологии. Дай возможность человеку или дураку поверить в собственную глупость, и он никогда не усомнится, считая себя самым умным. 30 лет назад я вывел предостережение из фамилии зачинщика Геростратова предательства. Горбачев как расшифровывается? Граждане, обождите радоваться. Брежнев, Андропова, Черненко еще вспомните. Также я вывел координаты и векторы нашей повседневной жизни за последние 30 с небольшим лет, где каждый сигнал слова легко превратить в целый описательный абзац. И все вместе в пасквиль или фельетон. Итак, предательство, подлость, профанация, примитивизм, пошлость, похабщина, преступность, продажность, промискуитет, пидорастия, проститутки, проституция, педофилия, памперсы, прокладки, попкорн, пепси-кола, перхоть. Все более 30 слов ключей к современной эпохе. В хадисах пророка сказано: нельзя разрушать жизненное пространство, которое ты застал при рождении. Теперь о главной животрепещущей теме – демографии и народонаселения. За годы перестройки-перестрелки мы все потеряли пару десятков миллионов человек. Я заканчиваю. Как раньше, времени ушедших в мир иной, так и не родившихся. Очень болезненно воспринимает эти безвозмездные потери вторая государствообразующая породненная с русской нацией народ татары, башкиры, чуваши и другие тюркоязычные народы.
Что надо срочно делать? Вот несколько личных соображений по этой теме, что мы обсуждали на последней встрече. Первое. Во всех этнокультурных автономиях, даже малочисленных, должны быть свои телеканалы новостей, языка и культуры, вещающие и дублирующие новости на родном языке. Своя национальная радиостанция, вещающая для взрослых, детей и стариков. Третье. Свои национальные плюс личные приглашенные друзья из других национальностей для ознакомления при общении. Клубы знакомств и встреч для всех возрастов с разными секциями и языковыми курсами. The last but not least, последнее, но не менее важное, национальные школы для большей пропорции языковой среды, так как в повседневной жизни общение в основном происходит на русском универсальном языке. В любом случае надо поощрять и двуязычие, так как оно делает человека в 2 раза, а то и более информативно, культурнее, богаче. У любого народа на эту тему существуют поговорки, например, у венгров. Сколько знаешь языков, столько раз ты человек, столько жизни живешь. Проводить ежегодные конкурсы и фестивали национальной культуры и языка, например, во время Сабантуя. Поощрять хорошими призами школьников за лучшее владение родным языком. То есть сочинение, диктант, устное сообщение, доклад. Вот, например, евреи имеют свои школы и не только в Москве. Много еще можно сказать и предложить по теме, но надо переходить от слов, жалоб и стенаний к конкретным практическим шагам. Использовать инициативу в административный ресурс каждого участника Татарского дома Москвы. У нас так еще говорят, вот такое оружие придумали, выстрелил и забыли. А мы часто здесь поговорим и забыли, ничего административно не решаем, не пишем, не ходатайствуем. Да, я полковник на пенсии. Я родился в Курганской области, в Сафакульском районе, деревня Азналино. Кто знает деревню Азналино? Это деревня названа в честь Юлая Азналинского, Салавата. Отца называли Юлай Азналы. И я родился, и, ну, конечно говоря, кровь на анализ меня не было, чтобы сдавать, в нашей деревне сдавали, кто предки Салавата Юлаева. Но, как говорили мои родители, что мы предки Салавата Юлаева. Ну, что я могу рассказать? Я живу в Москве, служил я в пограничных войсках афганской границы. С развалом Советского Союза я уволился. Кто в 91 году уволился, говорит, выметил. Я в 93 году, так как в Туркмении вводить начал свои валюты. Мы российские рубли получали, в Туркмении свои валюты. В магазин приходишь, на туркменские манаты покупать, а у нас рубли старые. 1 июля здесь новые деньги вводят, а нам старые деньги платят, российские. В отпуск едешь, а здесь новые деньги с 1 июля. Ну, понятно. Офицеры не знали, что делать. В отпуск домой не поехать, там ничего не купить. Мы вынуждены были все уволиться, уехать кто куда. Я вернулся на родину. ФСБ меня не взяли, так как жилья нету в Челябинске. Налоговую полицию создали, предложили туда. Там пришел, оформлять начали, оформляли в течение месяца. Потом спрашивают, жилье есть? Нету, извини, до свидания. Пришел уголовный розыск города, приняли меня. Жилье предоставили, я прослужил начальником подразделения, одно из подразделений. Не буду хвастаться, одно из лучших десятку в России вошел, и перевели меня в МВД, центральный аппарат суда. Я здесь полковником МВД ушел на пенсию. Сейчас живу на пенсии, отдыхаю, не работаю нигде. Мне пенсия хватает. Su boyunda yalğızı hakkır, Qayrılğan qanatları, Qanatlarını qayraul, Ayrılığa zəpləri, Ayrılmağız, ayrılmağız, bulsa da sebepleri, Kanatlarını hayraul, ayrılır saatlerin. Ayrılmağız, ayrılmağız, bulsa da sebepleri, Kanatlarını hayraul, ayrılır saatlerin.
sağıtlarım. Yat kaşını para yetimi akış, yalnız kanatı kalksa da, biz de birge bolalım aybız, suları urge aksa da, ayrılmağız, bulsa da sebepleri, kanatlarını koyraul, ayrılık saatleri. Yaladın dağı talalarının, bilmedik bügülesin. Bügülgen talalara karab, üzegin üzülesin. Ayrılmağız, bulsa da sebeplerim, kanatlarını koyraul, ayrılık saatlerim.